Депутат Народного собрания Рауль Лула на состоявшемся брифинге рассказал журналистам о ранее подписанном соглашении между Абхазией и Россией о едином информационно-координационном центре МВД. Определены работники и члены обслуживающего персонала. Непонятно, как центр с такими серьезными задачами и функциями, такие как ведение оперативного учета, специализированного банка данных, сбор и анализ обобщения информации, содействует в раскрытии выдачи и скрывшихся лиц от преследования от уголовного. Рауль Лула отметил, что согласно статье 4 подписанного соглашения, Центр имеет право приобретать имущество и распоряжаться им. По его мнению, встает вопрос, будет ли нашим правительством проданы Центру здания и объекты. Депутат также отметил, что сотрудники ИКЦ с российской стороны будут обладать теми же привилегиями, что и иностранные дипломаты. Если они приравнены к дипломатам, кто тогда будет аккредитовывать директора Центра и его заместителей, соответственно, если они являются российской стороной? Получается кто? Или президент, или министр иностранных дел. В этом соглашении это тоже не прописано. При этом, чтобы мы понимали, на абхазскую сторону иммунитет не распространяется, на представителей абхазской стороны не распространяется, даже если он будет находиться на территории Российской Федерации для исполнения командировочных или своих служебных обязанностей. Депутат также коснулся 10 статьи соглашения, в котором говорится о материально-финансовом обеспечении деятельности ИКЦ. Согласно этой статье, финансирование должно обеспечиваться совместно, но отметил, что точно не указано, какую часть из каких средств будет финансировать Абхазия. В статье 12 говорится, что если в течение 6 месяцев после прекращения деятельности Центра абхазская сторона не компенсирует все произведенные затраты, то имущество переходит к российской стороне. Депутат обратил внимание на то, что изменения, вносимые в подписанное соглашение, должны проходить ратификацию в парламенте. Тем более это позволяет сделать статья 28 закона Абхазии о международном договоре, добавил Рауль Лула. Численность установлена, но не установлено количество направляемых сотрудников с каждой из сторон. То есть мы на пресс-конференции видим, что по 10 человек должно быть с каждой из сторон, но в соглашении этого нету. То есть почему тогда не прописали точно, что 10 человек с абхазской стороны, 10 человек с российской стороны. Есть там прописано, что руководитель и заместитель меняются по очередности, но нету, еще раз повторюсь, какого количества с каждой из сторон. В 4 пункте положения дается право Центру своей деятельностью руководствоваться международными обязательствами Российской Федерации и Республики Абхазия. Но законодательство наших стран разное. Непонятно, в каких конкретно случаях оно будет применяться и как будут применяться эти нормы. Россия и Абхазия руководствуются разными договорами. И 16-17 пункт. Директор Центра и его зам соблюдают интересы Российской Федерации и Республики Абхазия и подотчетны министрам Российской Федерации и Республики Абхазия. Что будет, если возникнут противоречия в наших законодательствах? Кто эти стороны будет брать за основу? Какое законодательство будет браться за основу? Тоже непонятно. Рауль Лула отметил, что озвучены все основные позиции, которыми руководствовался он и группа депутатов, которые обратились с просьбой отложить подписание. Документ должен быть ратифицирован в парламенте, но желательно, конечно, чтобы такие документы они готовились нормально заранее, согласовывались с парламентом, и чтобы не возникало потом уже вопросов при ратификации. Потому что все-таки мы должны быть в отношении нашего стратегического партнера целые. То есть не должно быть никаких расхождений. И все споры должны решаться здесь, у нас, в наших стенах, и в парламенте, и в исполнительной власти. Когда состоится ратификация подписанного договора, в парламенте пока неизвестно. Но депутат Рауль Лула отметил, что все законодатели заинтересованы в положительном и плодотворном раскладе данного договора. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.